Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много-много лет веду я с огромным удовольствием. Причем веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Я человек, который вырос и на пионерии, и на комсомоле, проходил через октябрятскую стадию. И одним из любимых фильмов, ну, не только у меня, у нашего, наверное, поколения, был фильм «Офицеры», когда рассказывается история страны через несколько поколений офицеров, военнослужащих, призвание которых защищать Родину. Буквально недавно в ходе подготовки к одному из замечательных мероприятий, связанных непосредственно с профильной деятельностью нашего уважаемого зампреда Ольги Валерьевны Балавкиной, она мне порекомендовала встретиться, пригласить в студию Валентина Капитоновича Иванова, ветерана вооруженных сил, кандидата военных наук, человек, который всю жизнь отдал военно-воздушным силам. Все верно, так? Да. Все верно. Рад приветствовать в студии программы «Один из нас». Следующее поколение – это человек, который немного младше меня, но человек, которого куда более богатый жизненный опыт. Ирсан Андреев, сотрудник окружной администрации. Все верно же, да? Да, все верно. Окружной администрации, участник добровольческого отряда «Ботур». Да, все верно. Все верно. А кавалер? Ордена мужества. Ордена мужества. Да, и медали за отвагу. Угу. Орден еще не вручили, да? Да. Угу. Ждешь подхода? Ждешь, приказ подписан. Подписан. Поздравляю. Спасибо. Третье поколение – это выпускник Якутской кадетской школы Мичил Иванов, 11 класс. Да, Все верно. все верно. Угу. Ну, вот таким вот хорошим, я думаю, который в теме составом мы бы хотели сегодня поговорить. Даже не о ходе каких-то там деяний, которые происходят у нас уже и на территории нашей страны, и на территории сопредельных государств, но поговорим, наверное, о том явлении, когда у нас... Помните, когда года 3-4 тому назад был определенный скепсис? Да. Прежде всего, адресую вопрос Валентину Ивановичу. Был определенный скепсис, то, что молодое поколение, вот, воспитанное на компьютерных играх, на каких-то вещах, которые там пепси, кроссовки вот эти, модный шмот и так далее, оно не в состоянии просто, когда надо, пойти с оружием защищать Родину. Многие говорили так. Да. Подменили наши ценности и той идеологической подоплеки, которая в нашем с вами поколении, она еще была составляющей, одной из ключевых составляющих, да? У нынешней молодежи нет. Напрасно. Потому что мы сейчас видим массовый героизм со стороны вот именно того поколения, которое я в том числе, подвергал возможной критике. Да? То, что не справятся, нет у них базы, нет у них основания какого-то, Макдоналдс все им подменил мозга. Оказывается, не так. Нет, не так, да. Давайте мы послушаем вот сначала Валентина Капитоновича, потом перейдем плавненько к другим участникам. Как вы думаете? Вот... Я над этим вопросом и раньше задумывался. В очень молодые годы, допустим, дело в том, что вот у нашего поколения было очень раннее гражданское становление, привыкшие к тяжелым условиям жизни после военного времени и тому подобное. И кроме этой жизни мы же не видели ничего. И считали, что это все должно быть так, и считалось, что мы находимся именно на правильном направлении. А когда я уже стал офицером, когда я служил, тоже бывали случаи, когда я стою на защите границы, и ни юноши, ни намного моложе меня ведут вольный образ жизни и тому подобное, и как-то в душе закрадывалась не то что обида, а подозрение, что смогут ли эти ребята в нужный момент встать на смену нам, на защиту Родины и тому подобное. Ну и, в принципе, для себя я сделал умозаключение, что времена меняются, обстановка меняется, условия жизни меняются, и каждый должен уже прожить в тех условиях, которые предоставило общество нам. История. История, да. И иногда в душе думаю, пусть ребята погуляют, потому что время придет, и в любом случае им придется встать на защиту Родины.
Я думаю, что мои умозаключения были правильные, потому что, ну, в крайнем случае, всегда вот это скребло душу, вот это понятие. А когда вот наступили сложные времена в стране, вот они, эти ребята, на которых мы считали, что готовы они или нет, они доказали, что они готовы защитить свою родину. И не главный принцип защиты Родины, что это поддержка именно политики государства, политики страны, политики России. И я очень рад, что именно вот эти молодые ребята, которые пошли добровольцами и защищают честь страны нашей, и это очень хорошее явление. И когда вот мы, старики, брюзжим, что вот, значит, молодежь такая, сякая и тому подобное, ну, это из оперы «Смена поколений». Оно свое место находит, и в любом случае это дело исправляется. И я всегда был на той стороне, что говорил, что молодежь, когда нужно будет, она нас никогда не подведет. Потому что именно вот эти вопросы решаются не тем, что сегодня хорошо жить или плохо жить, или в каких условиях жить. Это живет в генах народа. Это все сидит внутри у человека. Придет время, и вот эти гены проснутся, и они будут выполнять именно ту задачу, которую хочет страна, хочет политика. Вот мое мнение. Ну, насколько мы видим, вот сейчас же у нас очень развиты различные WhatsApp-видео, Telegram-каналы и так далее. То есть даже коренным образом сломив образ бытия, ну, Да. скажем так, ребята, скажем, по ту сторону ленточки, они находят какие-то моменты, ну, та же охота, да, рыбалка и так далее, да. пирожки те же испечь и так далее. То есть происходит не коренной такой слом сознания полностью, а что-то все-таки остается здесь, такое вот, те же пирожки, оладьи, подстрелить утку, это всегда для нас же было как-то выше определенных каких-то вещей, да? Да. Ходил на охоту когда-нибудь? Да, ходил Ходил на охоту, да, да? с отцом. Понравилось? Понравилось. Оружие доверили уже? Ага. Стрелял? Стрелял. Подбивал? Подбивал. Следующий вопрос. Вот давайте перескочим через Арсанова. К нему будет очень много вопросов, предложений. Вот, после завершения кадетской школы, вот твое направление, как думаешь, в каком направлении пойдет? МВД средний. МВД среднее. Ага. То есть все-таки служение в органах правопорядка? Да. Мгм. Как думаешь, кадетская школа дает хорошую вот, базовую подготовку? Да, для- хорошую базу дает. Мгм. Ну, отслужить придется, да? Да, придется. Мгм. Не боишься? Не боюсь. Нормально? Да, все правильно. Все верно. Да. Вот смотрим. Мы же примерно в их возрасте такие же были, да? То есть, Такие да, рабфак, Да. институт, потом так Да, и так далее. И извини, конечно, но реально у меня вот на основании, возможно, и своих сыновей и так далее, ну, как-то, может, что-то не то упустили, может... Нет, они верно все идут. Да. У них свое мышление, абсолютно своя голова на плечах. Согласен? Это очень хороший институт вот, кадетских школ. Вот, я с детства помню, картина была. Значит, дед такой стоит с бородой вот, в военной форме, и впереди стоит такой веселый суворовец, и внизу было написано «Прибыл на каникулы» называется. И в детстве мне всегда хотелось вот именно как-то поступить в Суворовское училище. Но не было, какого-то никто не мог подтолкнуть. Возможно, я тоже ушел бы в Суворовское училище. А вот когда мы поступали в училище, среди нас было очень много суворовцев, и я им опять завидовал. Почему? Потому что они пришли подготовленные в училище. Они уже готовые воины. Во-вторых, у них уровень подготовки, честно признаться, был на голову, на две выше, чем вот мы из гражданки поступали в училище. Физподготовки или вообще? Вообще уровень подготовки. И теоретической подготовки, культуры. Совершенно они были другие люди. Почти офицеры состояли. Да.
И, конечно, в те времена после военных сирот же набирали в этот самый Суворовское училище, и у них воспитателями были именно, назначали фронтовиков, которые прошли огонь и воды. Они их воспитали вообще изумительно подготовленными и идейно подготовленными к военной службе. И особая каста в училище это была суворовцы, это отдельная каста людей. И тем более в те времена все эти суворовские училища находились в крупных городах, как Минское училище, Московское училище, Ставропольское. Ну, там воспитание было изумительное. Но и сейчас я вот смотрю на молодых ребят, которые учатся в кадетской школе, и я им даже завидую, потому что если у него сейчас есть желание быть военным, он уже придет в училище, в институты военные, придет уже подготовленным, мотивированным, и человека не нужно будет там уже перевоспитывать каким-то образом, это уже готовый продукт уже приходит. Поэтому я очень поддерживаю вот развитие кадетских корпусов, кадетских школ, и это одно из, считаю, что наиболее перспективных направлений подготовки молодежи к защите Родины. Ну, так получилось, что Да. в одной студии находятся представители двух совершенно разных поколений, но, тем не менее, планирующих или связавших свою жизнь со служением Родине. Да. «Алые погоны» фильм был такой замечательный про как раз суворовских воспитанников суворовских училищ. Я думаю, что да, для воспитания офицерского корпуса вот эти училища в послевоенные годы и так далее дали очень многое. Да. Потому что, ну, я вот смотрю на Эрсана Андреева, да, и вот есть же был такое понимание фронтовик. Вот Да. в 70-е годы на улицах моей, по крайней мере, родной деревни прибивали таблички: здесь Да. живет ветеран войны. Ветераны войны в 70-е годы, они были молодые. Им, ну, от силы 60 лет было, да? Ну, Да. от силы. Да. Были 50. Они в строю были. Они в строю Да. были, вот Да. буквально. Полностью. Дееспособные, с хорошим таким еще жизненным потенциалом. Если тебя назовут фронтовиком, как ты отнесешься? Приму как должное. Ну, так же оно и есть. Да. Человек ты все-таки молодой. И вот последний фильм, да, «На Западном фронте без перемен», это бессмертное произведение Эриха Марии Ремарк, про сидение в траншеях Первой мировой войны, да, как мирное поколение немцев тогда перебирается в окопы под Верденом и там сидит, и, значит... Вот понятие военные действия, боевые действия того времени и нашего, ну скажи, что это совершенно, наверное, разные вещи, да? Да. В нынешнее время вот концепция вот поменялась. И теперь приходится не только смотреть налево и направо, но приходится смотреть наверх. И что еще добавить? Ну, самому забираться наверх еще. И, Да, и да. с помощью дронов. И так Да, далее. самому тоже так надо работать. Мгм. Вот нынешнее время и нынешние достижения вот в технологическом плане вот тоже внесли свои лепту вот в ведение войны, методов войны. И вот я вот заметил, как бы только что обсуждали вот за молодое поколение, и хочу добавить то, что вот несмотря на все воспитания, на все упреки вот старшего поколения, извиняюсь за выражение, старшего поколения, вот, и несмотря на высказывание то, что вот мы поколение Пепси, Колы и PlayStation, я очень радуюсь, то, что вот именно нашему поколению судьба возложила на наши плечи вот, решить дальнейшую судьбу нашей страны. То бишь, уверяю и прошу вас, вот, именно вот у старшего поколения прошу, чтобы вы не теряли надежды вот именно в наше поколение. И мы тоже постараемся вас не подвести. Молодцы.
И есть просто хорошие приемы, они описаны в литературе, тот же Тургенев, «Отцы и дети», да? То есть, если, по крайней мере, визуально нет конфликта, надо вот этот конфликт создать словами и так далее. Я старый провокатор, старый, скажем так, каких-то драматических приемов пользуюсь, да, поэтому ни в коем случае, еще раз, реально было приятно, когда, ну, ладно по мобилизации, да, но Да. среди добровольцев, которые я пропускал через себя достаточно много волн, добровольцев, которые проходили через БОТР, да, Да. да, было там представители старшего поколения. Ну, люди, скажем так, которым, наверное, посчитали, мы уже пожили, жизнь повидали, сходим за ленточку. Да? Но было также очень много молодых, Зулус тот же, да? Да. Технически грамотных, мотивированных, идейных, самое главное. Да? Да. То есть, несмотря на все упущения вот той политики, которая, ну, среди... там нет НВП там, и так далее, да, последние годы. Да. Все-таки ребята находят в себе силы, возможности для самоподготовки, для самосовершенствования, для самовнушения даже, да, того, что... А кому как не им-то? Вот он сидит, следующая, скажем так, смена 145-150, уже 160 даже миллиона страны, которые будут жить в 30-е, в 40-е, 50-е годы. И им решать вот судьбу вот этой страны. Поэтому абсолютно я не сомневался, то, что говорят инфантильно, аполитично, там, никогда. Никогда такого не было, потому что вас воспитывали те же люди, которые бок о бок с Валентином Капитоновичем стояли. Да. Согласись? Согласен. Поэтому не было никаких сомнений. И всякие вот эти рассказы, типа, вот когда придет НАТО на порог, вот соседний программист, он возьмет гранатомет и пойдет против Абрамса. Да? Вот, на самом деле, вот капелька правды в них, вот этих сетевых рассказах есть. Есть. Согласись? Есть. Вот. Я просто не могу не увязать следующий вопрос Валентину Капитоновичу, да и тебе, наверное, тоже, да? Вот всю дорогу нам говорили, что техническое оснащение наших вооруженных сил позволяет, ну, решать любые задачи. Мы видим то, что год с лишним прошел с начала специальной военной операции, у нас не используется даже опыт Афганистана. Да? Почему? Почему нет массированного, скажем так, применения всех доступных технических средств? Вопрос, да? Да. Значит, Вы же полковник, вы должны знать. я, как имеющий классическое советское высшее военное образование, прослуживший в крупных штабах, ну, в главном штабе военно-воздушных сил, принимавший участие во многих в те времена стратегических учениях и тому подобное, в принципе, могу оценивать то, что я получил, какое образование я получил. Я считаю, что у меня образования достаточно, чтобы дать оценку или ответить на этот вопрос. Потому что вот у всех возникает вопрос, почему так долго длится и почему невозможно быстро покончить с этим злом. Дело в том, что сейчас проводится специальная военная операция, вот о чем я подчеркиваю, что это не война, это не объявление войны. Теория специальных военных операций, ее не было раньше. И специальные военные операции квалифицировать каким-то образом тоже очень сложно. Они возникают по мере решения каких-то политических вопросов. Помните, как мы проводили антитеррористическую операцию? То же самое. Там слова «война» не было. Сейчас проводится специальная военная операция. Это опять не война, это специальная военная операция. А проведение специальной военной операции требует привлечения ограниченного контингента, во-первых, и ограниченного применения вооруженных сил. Если превысить вот эти рамки, то это получается объявление войны.
Это совершенно другая ситуация, как с юридической международной точки зрения и тому подобное. Поэтому мы проводим специальную военную операцию, которой мы учимся, и в дальнейшем нужно доводить до конца вот в тех рамках, в которых нужно проводить специальную военную операцию. Вот в этом все ошибка. Есть не ошибка, а в понятиях. И если, допустим, классическую проводить, допустим, наступательную операцию на театре военных действий или фронтовую, или армейскую операцию, эти вопросы решаются очень быстро. Но там нельзя на эти действия украинцев отвечать войной. Мы хотим именно справиться с проведением специальной военной операции. Сравните, допустим, действия тех же американцев, когда в Ирак, там другие государства они входили, они проводят так называемые воздушно-наземные операции. У них классика. Они приходят, полностью все сравнивают с землей, после этого пускают сухопутные войска, через неделю все на месте. Сколько жертв, сколько последствий все это привело, об этом никто не думает. Поэтому наше Верховное Главнокомандование принимает именно проведение не войны, не объявление войны, не ведение войны, а проведение специальной военной операции с наименьшими, желательно, насколько можно, потерями со своей стороны, и также с сохранением какой-то инфраструктуры и тому подобное, потому что это все потом нужно будет восстанавливать. А в принципе, если чисто проводить наступательную операцию, допустим, фронтовую, ну, конечно, она будет выполнена. У вас много было однокурсников с Украины, с Украинской ССР? Очень много. Контакты с ними поддерживаете? Я с ними поддерживаю. У нас вообще выпуски военных училищ, они очень дружные. Они дружат до последнего, кого похоронят, эта вся дружба остается навечно. У нас было, почему я окончил Ейское училище, оно находится как раз, считай, на границе с Украиной, на берегу Азовского моря, и украинцев, ребят, было очень много. Вот у меня есть сейчас украинцы-друзья, с которыми мы каждый день общаемся и тому подобное, и занимавшие высокие должности в вооруженных силах, они полностью поддерживают все, вот поголовно, с кем я связываюсь со своими, и по академии, и по училищу, все поддерживают нашу политику. Вот, допустим, у меня есть друг прямо с училища до сих пор, мы с ним дружим. Вот он вынужден был еще в те лет 10 назад вынужден был уехать из Украины, никак не мог получить российское гражданство. В 17 лет поступил в летное училище, прослужил всю жизнь в советских вооруженных силах, в конце концов он никак не мог получить российское гражданство. Я его спрашиваю, говорю, а что тебя тянет, Вася, говорю, вот это российское гражданство? Он, понимаешь, говорит, вот меня, говорит, первого, говорит, повесят, говорит, на суку в этом деревне, в которой я вырос. Настолько, говорит, вот это агрессия. Ты, говорит, просто не представляешь. У вас, говорит, очень аккуратно пишут, говорит, обо всех вот этих действиях. И вот это вот мой однокурсник, которым мы вместе уже сколько лет дружим, вот он конкретно говорит, что я, говорит, боюсь, говорит, к себе появиться в деревню, в которой я родился. Я не могу посетить могилы своих родителей. Ничего, потому что, говорит, они знают, что я, говорит, русский офицер, говорит, коммунист. Тем более он был начальником политотдела авиационной дивизии, был. И, говорит, все, он ушел, все. Таких много очень, и очень многие поддерживают нашу политику. Был такой момент, многие подвергали критике, почему Мединского отправили вот на, скажем так, переговоры, которые были сорваны в Стамбуле и так далее. Да? А на самом деле очень много переплетено истории. Вот, ну это же, вот я реально назвал Украинская ССР. Это территория, которую вот многие нормально думающие западные деятели, они абсолютно признают. Исторически это территория России. Исторически там и русский язык, и какие-то традиции культурные и так далее. Все это российское. А вот события, когда вы говорите, могут повесить на суку и так далее, я думаю, это началось в позднесоветское время, когда бандеровцев, которые участвовали в
формированиях начали выпускать из лагерей. Это был конец 70-х, наверное. Они начали получать Да, паспорта, после они 50-х. начали вникать в систему и так далее. И вот истоки, наверное, вот этой заразы, они лежат все-таки там. Потому что, 82 год, пригород Львова, мы идем по рынку, спросили по-русски, язык межнационального общения в СССР, сколько стоит клубника, сказали, мы ее не будем вам продавать. 82 год. Да. Изначально это было. А как в войсках ожидают ли стратегов, ожидают ли массированных каких-то ударов и так далее? Вообще как относятся к тому, что приходится действовать достаточно ограниченным средств и возможностей? осторожно. Да. Ну, в войсках относятся к этой теме очень, так скажем, неоднообразно. Ну, кто как. В целом, если так посмотреть, в плане оснащения, я не могу сказать то, что было все так плохо. Было даже очень хорошо. Вот, в плане артиллерии, в плане тяжелой бронетехники. Запрашиваем, давали сразу. Просто надо было ожидать. И по поводу боеприпасов. Боеприпасов очень много было. Так. И я не встретил таких людей вот со своей стороны, да, вот тоже вот с тех людей, которые вот тоже были на передовом, непосредственно, как и я. И у меня не было возможности вот так посидеть с ними рядом и обсудить, услышать, что они говорят. Я говорю то, что я сам видел, сам чувствовал. Я хочу сказать то, что с оснащением все было очень хорошо. Но понимание есть того, Да, что... понимаю, да. Тоже там смотришь, налево смотришь, там тоже другие подразделения стоят. Разрешите, я добавлю? Конечно. ему, да? Мгм. Вот все правильно говорит мой коллега. Значит, дело в том, что среди них тоже проводится определенная работа, и им же объясняют, какие задачи стоят, как должны действовать. Поэтому то, что разногласия могут быть, почему мы сильно не наступаем или не наступаем... Да это как уже- разрушать собственную территорию, извините меня, да? Конечно, вот в чем дело. Логика-то в этом. Да. Во-вторых, им ставят, вот в любом подразделении, вот где он служил, допустим, им ставят посильные задачи, которые он должен решать. Вот это им дает гарантию, что все идет правильно. Потому что задачи ставятся правильно, они выполняют, больших потерь не несут, значит, все идет правильно. И те же, допустим, вспомнить историю, когда в 1812 году, когда отступление наших войск шло от Наполеона, там же тоже были разногласия. Там всех генералов чехвостили, говорят, почему не ведем генеральное сражение, почему не сражаемся. А все отходили. Но это было решение, которое было заложено в Верховном Главнокомандовании. Оно привело в любом случае к успеху. Поэтому, когда сейчас очень многие эксперты, аналитики, когда начинают обсуждать, не имея на то базового образования и пользуясь какими-то материалами, которые размещаются в интернете, вот это сложно. Вот это, я считаю, что неправильно. Вот, допустим, меня, имеющего классическое высшее военное образование, если бы мне сказали, чтобы я выступал в роли аналитика или эксперта, я бы, допустим, не согласился. Потому что мне оценить вот это все, у меня передо мной должна лежать карта общей обстановки на сегодняшнее число, на сегодняшний день, полностью диспозиция всех войск, сколько вооружения, какое соотношение, количественное соотношение сил. Я должен всю логистику представлять, как подвозить боеприпасы. Этих данных нет. Они находятся только в Генеральном штабе. Поэтому, когда у людей возникает сомнение, что Генеральный штаб или Верховный Главнокомандующий неправильно действует, я хочу попросить всех, не думайте, потому что там люди сидят преданные, они подготовленные
именно к проведению вот таких операций все, но действует в соответствии с той обстановкой, которая складывается на сегодняшний день. Или же вот сейчас вот была обстановка такая, через 15 минут ровно эта обстановка изменится. Боевые действия, проведение специальной военной операции – это как игра гроссмейстеров в шахматы. Это очень сложнейшая штука, которая все время динамичная, она все время меняется. Идут какие-то потери. А где будут наступать? Разведка должна четко работать. Это искусство, поэтому она и преподается в академиях как военное искусство. Это не так, как вот сидя, вот я бы нанес удар туда, я бы охватил там. Так дело не пойдет. Задним умом все крепкие. Но я скажу, что есть одна страна, которая постоянно находится в условиях проведения аналогичной специальной военной операции. Это Израиль. Что не мешает вооруженным силам Израиля, когда надо, успешно, скажем так, действовать и на внешних каких-то направлениях. Вспомним те войны, которые государство Израиль вело за время своего существования. Объединенную коалицию арабских стран разбили краткосрочные блицкриги типа шестидневной войны и так далее, выигрывали. Постоянно вооруженные силы Израиля находятся в стадии подготовки в условиях проводимой специальной военной операции. Согласитесь, близкие очень. Не соглашусь. Давайте. Потому что буквально минутки-две поспорим. Да, они не проводили специальную военную операцию, они проводили войну. Это война. Чистейшая война. Нет, сектор Газа и прочее. Это все война. Она числится к классификации войны. Потому что все боевые действия, формы применения вооруженных сил, они имеют определенную классификацию. И они специальные военные операции, вот когда они вылазки делают, допустим, по нанесению ударов по группировкам, там, по их понятиям группировок, или там то-то, вот это специальные военные операции. А когда полностью вооруженные силы привлечены к той же шестидневной войне, это война. Я говорю, находясь в состоянии специальных военных действий, Да. Действий, не операций каких-то по террористического, антитеррористического и так далее направления, когда надо, мобилизуются и действуют вполне, как вы говорите, по основам современной военной науки. Правильно. Правильно. Они действуют чисто по классической схеме военного искусства. Я к чему? Наличие достаточно большого контингента людей, которые прошли через специальную военную операцию, это для государства несомненный плюс. Согласитесь? Да. В среднесрочной перспективе, долгосрочной перспективе, ведь не возьмут же все поколение Эрсана, одночасье не вымрет, останется. Поэтому с точки зрения государственности, с точки зрения подготовки обороноспособности страны, чем больше людей проходит через специальную военную операцию, тем, наверное, лучше. Да, это принцип построения вооруженных сил, потому что через все эти так называемые горячие точки по специальным военным операциям стараются побольше пропустить контингента, чтобы иметь уже подготовленный состав. И недавно буквально в своем послании президент же сказал, те, которые проявят себя на полях специальной военной операции, они как раз получат прерогативы для дальнейшего продвижения и карьерного, и профессионального, и всего. Полностью согласен. Это очень правильное решение. Согласитесь? Потому что людей надо отблагодарить. В самый сложный момент добровольцам, особенно добровольцы, которые пошли, этих людей нужно поднимать на щит, давать лифт для дальнейшего становления их, все, давать образование. Из них нужно готовить военных специалистов. Я полностью согласен. Я в завершение, время, к сожалению, быстро заканчивается. Я, пожалуй, еще один на один приглашу вас, Валентин Капитонович, да? Если время будет. Да, и все-таки показалось очень любопытно. Мичила, мы как будто свадебного такого генерала, хотя полковник сидит, он отнюдь не свадебный, да?
ты не думаешь, что мы пригласили тебя просто для проформы, чтобы ты сидел, слушал и так далее? Хотя слушать Да, это вот полковника опять это... метод воспитания. Это да, то же самое, да. это нужно уметь. И причем не выдавая себя там и так далее, и черпая для себя какие-то... Слушать человека, который Прошел. буквально вот вчера вернулся с СВО, это тоже полезно для тебя. А вот какой вопрос ты бы хотел адресовать Эрсану? Какой вопрос ты бы хотел адресовать? На что напереть, может быть? Что тебе пригодится больше всего? Задай вопрос Эрсану и Валентину Капитоновичу. Вот, например, военная операция закончится. После этого что будет? Типа? Мирная жизнь наступит. Долгий мир будет. И эта мирная жизнь будет направлена... И вот мы его не ощутим вот, мгновенно, вот это все. Вот эта вся операция проводится с перспективой на предыдущие годы. Поэтому результаты исхода специальной военной операции – это заранее заложенные мотивы для дальнейшего развития России и восстановления связей с братским украинским народом. Все понял. И именно вот многим надо понять, что вот это проведение специальной военной операции – это задача, которая будет работать на Россию не через год, не через два. Это программа на будущее. Сколько вот четко нужно представлять. с момента победы над фашистской Германией сколько лет прошло? 80 порядка, да? Да. И весь вот этот потенциал обеспечил вот тот огромное количество жертв, которые наш народ наряду с другими народами Европы, Азии внес на алтарь вот этой победы. Поэтому, то есть, чем... Ну, я не скажу, что чем больше жертв, но, по крайней мере, определенное количество мирного сосуществования двух систем, Да. нескольких систем. Да. Да? Не как говорят сейчас, все будет как американцы хотят, или там все как Китай хочет. Хотя вчерашняя вот встреча двух лидеров двух стран, ну, очень любопытно мне показалось как обозреватель. Очень любопытно. Поэтому я не думаю, я уверен, что все будет хорошо. И Все будет прекрасно. нормализация всех отношений со всеми странами и так далее. Потому что здравомыслящие люди, они есть везде. Да. Даже на той же Украине, вот однокурсников Валентина Капитоновича не забываем, они там тоже живут. Они говорят на русском. Им было плохо от того, что им запрещали говорить Да. на русском. Это всегда так было, я серьезно говорю. Запорожье, Днепропетровщина, Харьков. Вот мы вначале говорили, что ну, почему Харьков не встретил с цветами? Да. Да? Да, я, Встретили бы. ну, я удостоверился в этом, когда находился там. Ты же примерно Да. на северном направлении был. Да, какие книги, как детей учат тоже. Все. Примерно вот поверхностное мнение вот есть в голове. И мне бы не хотелось, что вот братские народы вот России, вот именно вот следующее поколение братских народов России не настраивали против самой же России. И, по-моему, очень шикарное завершение наших Да. посиделок в хорошем таком кругу. Резюмируя, да. Активное, действующее поколение, оно ставит свою точку. Мы согласимся с этим, да, Валентин Капитонович? Михаил, спасибо. Реально, ну, подправим. И не думаю, что вот так. Это всегда полезно. Это я и как педагог, как журналист, как психолог, возможно, да, всегда полезно вот в таких вещах участвовать. Валентину Капитоновичу огромное спасибо. За то, что... Я еще раз говорю, не гарантирую, но постараюсь еще раз. Возможно, по другим, потому что человеку с таким жизненным опытом, ну, не грех поделиться. Согласитесь? Спасибо. Никому от этого плохо не будет. Эрсан, успехов в мирной жизни. Спасибо. Я думаю, что опыт, который ты приобрел на полях специальной военной операции, он пригодится. И не забываем слова президента. Спасибо Реально, большое. Судьба страны в ваших руках. Спасибо за доверие. И мне приятно пожать руку участнику специальной военной операции, награжденного, удостоенного высокой государственной награды орден
который он получит, это будет Спасибо большое. от всей души. Мы вас не подведем. Небольшой нюанс. Поколение, я очень желаю, чтобы из вашего поколения тоже такие же вышли воины, защитники Отечества. И желаю вам успехов, Спасибо. кончить успешно. За что орден дали? За выполнение одной боевой задачи. Нормально справился. Так точно. Все. Как правило, мотивации пишут только по статусу ордена. За но не проявленное то. мужество при Да, выполнении да. поставленных Оно- боевых задач. Оно должно соответствовать статусу. Формулировать это тоже очень сложно, непросто. Это программа «Один из нас». Сегодняшние наши гости – это, начну с младшего поколения. Мичил Иванов, выпускник Якутской кадетской школы. Арсан Андреев, сотрудник окружной администрации, участник добровольческого отряда «Батур», кавалер Ордена Мужества. Валентин Капитонович Иванов, тоже нигбинец, ветеран вооруженных сил, кандидат в военных наук. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Рад был нашей сегодняшней встрече. Смотрим нас по субботам. В эфире телеканала «Якутия-24». Один из нас.